Родилась героиня нашего репортажа в городе Чита. До 3 лет она проживала в Иркутске, куда сразу после родов уехала мать Светланы, забрав с собой новорожденную дочку. Там супруги жили и работали, но через некоторое время семья приняла решение переехать в Ленск, где на тот момент проживали родители отца Светланы. Приехав в Якутию, мама устроилась на работу инженером-геодезистом, получила служебное жилье, устроила дочь в детский сад. Так и началась новая жизнь семьи на новом месте в Якутии. И мы жили сначала в маленьком балке по Победе напротив первой столовой, это там, где сейчас взаимопомощь. Потом маме дали квартиру однокомнатную на рабочей, сейчас этот дом уже тоже снесли, там уже вот какой красивый микрорайон вырос. И потом мы переехали, я жила по Первомайской 24, там, где раньше была старая женская консультация. Я поступила в 80-м году в первый класс 3-й школы, в 90-м году закончила. В 90-м году вместе с подругой мы уехали поступать в Читу в мединститут. Поступили. Ну и вот, собственно говоря, училась. С 2-го курса я пошла работать. Ну, не потому, что денег не хватало, хотя время, конечно, сложное было, но я жила в общежитии. А работать было интересно. У нас подобралась компания студентов-старшекурсников, они все работали. Ну и в те времена профессия была таким каким-то манящим, да, то есть хотелось овладевать, хотелось знать, и поэтому я пошла работать. Ну и, соответственно, мы в нашей компании встречались в основном на работе. Все работали в разных отделениях и вот просто могли встретиться буквально на какой-то короткий перерыв. Поэтому днем учились, ночами работали. Ну и так институтские годы и прошли. Училась Светлана Валерьевна на врача-педиатра. Быть врачом девочка мечтала с детства. Однажды, заболев, она попала в больницу, лечил Светлану доктор-мужчина. Юная пациентка с интересом наблюдала за его деятельностью. Светлана Валерьевна рассказывает, что ей были любопытны все моменты. Что лежит в шкафу, как делают уколы, какими лекарствами нужно лечить. В общем, вопросов было много, неизвестного тоже. Так и появилось желание стать врачом. Пока училась, героиня нашей передачи вышла замуж. Окончив институт и интернатуру, устроилась в Читинскую поликлинику, где проработала год педиатром. Но молодым специалистам жилье не предоставляли. Денег приобрести свое на тот момент у семьи не было. Пришла идея попробовать обосноваться в Забайкалье, но и от нее супруги быстро отказались. Муж Светланы предложил переехать в Ленск. Она согласилась. Так, в 2001 году девушка, взяв кота и чемодан, переехала в Якутию. Тем более тогда после наводнения, поэтому я просто прилетела. И такси же тоже не было. Просто какой-то добрый человек меня довез. И вот я ехала, смотрела на все на эти льдины, которые по улицам лежат, на вот эти вот дома кривые. Ну, то есть вот все, что было после наводнения. Подъехала к дому. А тогда же ремонтно-восстановительные работы были. И я неделю посидела. Там, мама уходила на работу, то есть я там сидела, готовила. Как-то вот так все работают, мне как-то уже очень-очень было скучно, да. И я просто пришла, Любовь Николаевна Бакова была главным врачом, я пришла, она говорит, а куда я сейчас тебя посажу, детская поликлиника же была затоплена, там все сушилось, ремонт делался, и места вот сейчас прям конкретно не было. Потом-то говорит, конечно, вот посадить тебя, чтобы работать, но мне, говорит, нужно отпустить из Южной Нюи фельдшера в отпуск. Поедешь в Южную Нюю? Я говорю, поеду. И я 4,5 месяца отработала в Южной Нюе. Прямо там же в больнице я и жила. Учитывая, что я поликлинический педиатр, а там стационары, взрослые приемы, и тогда было все проще, с сертификатами, со всем остальным. Не было такого контроля, и можно было позволить себе так вот и главному врачу распорядиться, поехать, да, и помощь оказывать, все остальное. Это был очень хороший опыт, в том числе и опыт управления. Вернувшись в Ленск, Светлана рассчитывала работать в стационаре, но руководство предложило поликлинику. Она стала участковым педиатром 6-го участка. Работала в этой должности до декретного отпуска. А находясь в отпуске по уходу за ребенком, она вела мамину школу. Выйдя на работу после декрета, Светлана Валерьевна стала заведующей детской поликлиники. Занимала эту должность до 2012 года. После ушла во 2-й декретный отпуск. В 2016 году у нас были мероприятия в здравоохранении, когда отменялась интернатура.
И тогда речь шла о том, что профессиональную переподготовку можно будет сделать только через ординатуру. Ординатура – это 2 года. И я тогда пришла к главному врачу, попросила, чтобы меня просто отпустили на учебу. То есть я оплачивала учебу сама, проезд сама, проживание сама. И я просто просила, чтобы меня отпустили, меня не отпустили. Я написала заявление на увольнение, поехала, отучилась на врача УЗИ. И 5 лет я работала врачом в частной клинике. Врачом-педиатром, врачом УЗИ. За это время я закончила еще и остеопатическую школу. То есть я еще и врач-остеопат. В 2021 году героиня нашего репортажа снова вернулась в городскую больницу, но уже на должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения. А в прошлом году, после выхода на пенсию главного врача, Светлана Валерьевна стала исполнять эти обязанности, а после официально заняла должность. Руководитель она у нас стала главным врачом в январе этого года. Я считаю, что она очень инициативный руководитель. Мы в этом году открыли контакт-центр. У нас работает в поликлинике, который для работы с пациентами. У нас его раньше никогда не было, поэтому это только ее заслуга. Также я считаю, что она очень умело общается с людьми, и люди это очень ценят, и всегда приходишь, у нее постоянно кто-то сидит, чтобы обратиться со своим вопросом. Ну и в части моей работы, конечно, я тоже очень, считаю, с ней сработалась. Мы очень много совместных планов решаем, поэтому я своим руководителем очень довольна. Светлана Коц – главный врач Ленской ЦРБ. Руководитель абсолютно компетентна во всех вопросах медицины. Она всегда оперативно принимает сложные решения, профессионально разбирается в экономических, юридических и хозяйственных вопросах. С Светланой Валерьевной мы работаем уже в течение года, да, и за этот год с ней работать очень комфортно, во-первых, потому что она очень грамотный специалист, она грамотный как врач, и во-вторых, как руководитель, да, многие ее решения нацелены на решение в будущем задач, не то чтобы, например, сегодняшние только задачи решать, да, то есть нацелены на изменения именно в целом в будущем каких-то задач, которые нам предстоят. То есть более дальновидные решения, какие-то новые, она очень открыта для новых решений, да, то есть не так, что как мы работали, так и будем, да, мы всегда внедряем что-то новое, что-то мы обязательно учимся, да, она очень любит учиться, она очень любит, чтобы мы учились, узнавали новое, да, это очень, в принципе, интересно работать с ней. И это очень полезно для сотрудников, для руководителей, которые она всегда поддерживает, да, любой человек пришел с каким-то предложением, это всегда обсудится, и мы дальше это будем разрабатывать. Светлана Валерьевна старается вникнуть во все проблемы, да, то есть не так, что она как руководитель сидит и ничего не знает, она зайдет в любое отделение, поговорит со всеми сотрудниками, то есть она проблемы все изнутри знает и пытается к решению прийти системно. Не разово, а системно, чтобы данная проблема у нас не повторилась. Она отвечает не только за пациентов, но и за сотрудников. Сегодня, конечно, есть некоторые проблемы с кадровым составом, но их руководитель старается решать. Для того, чтобы привлекать людей, нужны деньги, потому что нужно жилье, нужно осуществлять какие-то выплаты. К сожалению, сейчас, может быть, с одной стороны, к счастью, если есть деньги, то эти вопросы можно решить. Потому что если нужно было деньги и что-то еще, то это что-то еще где-то тоже надо было брать. То есть это ресурсы. Поэтому сейчас ситуация такая у нас складывается. Доктора у нас ездили учиться и на лапароскопию, на УЗИ, УЗИ сердца, УЗИ сосудов. То есть много было каких-то таких обучающих. И дальше будем планировать это обучение. Проблема с кадрами в Ленской ЦРБ уже несколько лет стоит очень остро. На сегодняшний день она укомплектована врачами всего на 57%. Это несмотря на то, что ежегодно прибывают новые специалисты. Мы приглашаем, допустим, сейчас докторов, но самое первое, что они спрашивают, это зарплата и жилье. И если по зарплате мы еще можем сориентироваться, предложить дополнительную какую-то работу, да, то есть объемы увеличить, то с жильем у нас проблема, потому что своего служебного жилья у нас нет, и каждый раз нам приходится либо искать квартиру, а сейчас с этим почему-то проблема очень большая, и найти квартиру очень сложно.
Ну а если она находится, то она очень дорого стоит. Отсутствие жилья – это основная проблема, которую никак не удается решить. Именно поэтому медики отказываются работать у нас в районе. Но тем не менее, бывают и те, для кого это совсем не помеха. Так, буквально на днях по приглашению главного врача в Ленскую больницу прибудет врач-хирург. Также ожидается приезд доктора-кардиолога. Уже приступил к работе новый реаниматолог. Активно ведем работу, я сама лично ищу, подбираю кадры. Пишу, выхожу на людей, выходит кто-то на меня, мы переписываемся. Ну, то есть вот таким образом работа все равно ведется, потому что кадры решают все. И пока у нас не будет кадров, у нас очень многие вопросы будут, конечно же, зависать. Сложившуюся ситуацию помогают решить республиканские врачи. Несколько раз в год они приезжают в Ленск. В течение нескольких дней проводят прием пациентов. Тех, кому необходимо обследование или оперативное лечение, они направляют в город Якутск, в республиканскую больницу. Очередной приезд состоялся в ноябре. На протяжении 2 дней в больнице вели прием пациентов лор, кардиолог, эндоскопист, колопроктолог, травматолог-ортопед, УЗИст по сосудам и сердцу и абдоминальный специалист УЗИ. Бригада врачей из 2-й республиканской больницы под руководством Павла Николаевича Ермолаева отбирала пациентов на плановое хирургическое лечение. Для подбора это не диспансеризация, не медосмотр, поэтому мы заранее обговорили администрации Ленского ЦРБ, чтобы подбор, чтобы, например, кардиологу, чтобы готовыми ЭКГ было, да, для травматолога, чтобы рентген-снимки или МРТ, что необходимое чтобы ожидания не было. Виктория Шерстюк пришла на прием к лор-врачу по записи. Девушку беспокоит постоянная ангина. Перед осмотром очень переживала, но он прошел быстро, и результатом Вика осталась довольна. Ну, доктор мне понравился и говорит четко и понятно, и все, я вроде поняла, он даже прошла с одной проблемой, устранил мне другую проблему. Как бы. Неплохой доктор, мне понравился. То есть У нас просто в городе лора нет. Павел Николаевич прописал Виктории лечение, которое она намерена тут же начать. У меня отечность миндалин постоянная, то есть хронические танзелиты, я не знаю, что с этим делать. Я уже думала, может, удалять их нужно. А у нас, чтобы уехать, это мне нужно брать отпуск и тратить свои деньги, а тут проконсультировалась бесплатно. Ну, я пришла с одной проблемой, устранили мне серную пробку вот в этом ухе, убрали ее. Вроде слышу даже лучше, чем было. Прием пациентов проходил с утра до позднего вечера. Врачи в день осматривали более 20 человек. У кабинетов якутских специалистов собирались очереди. Многие приходили без записи, в надежде попасть на консультацию. Конечно, это удавалось, но не всем. Самые длинные очереди стояли у кабинета кардиолога и УЗИ по сосудам и сердцу. Бригада врачей осмотрела более 220 человек. Из них 45 было направлено на оперативное лечение. 16 человек получили направление от лор-врача, 13 вызвал на операцию кардиолог, 9 колопроктолог и 7 пациентов ортопед. Сегодня, к сожалению, нашли онкобольного. Я, например, нашел. А по УЗИ, по показаниям, во время обеденного перерыва мы обговорили, там нашли тоже образование по УЗИ, например. Да? Поэтому конкретно, например, вот этого пациента я перенаправил, ускорил из местных врачей, сказал, чтобы ускорить, направить на онкодиспансер. Остальные пациенты могли выбрать дату поступления на оперативное лечение любую. Многие приурочили ее к отпуску. Я записал пациента, да, и дал рекомендации, какими готовыми анализами подходить. Она будет проходить перечень, я дал, она должна все следовать. Например, сегодня прилетел, и можно поступить, на следующий день уже операция, а через 3-4 дня выписывается. Операции в республиканской больнице для ленчан станут бесплатными. Вопрос нехватки специалистов находится на контроле не только главного врача, но и районных властей. Приезжим врачам выделяются служебные квартиры, выплачиваются подъемные. В этом году благодаря районным депутатам была утверждена новая программа здравоохранения, в которой говорится о дополнительных мерах поддержки приезжих врачей, а также о приобретении дорогостоящего медицинского оборудования. Ежегодно из районного бюджета на эти цели будет выделяться по 30 миллионов рублей. Сейчас мы уже понимаем, что у нас есть возможность закупить необходимое нам оборудование в рамках вот этих вот положенных нам средств. Это районная программа, да, я очень благодарна и районным депутатам, и очень благодарна вот конкретно Александру Вячеславовичу, потому что он принял свое решение, став исполняющим обязанности, он принял решение, что все-таки программу по оснащению нужно возобновлять. В ближайшие 5 лет мы будем получать
мы имеем возможность наконец-то приобретать оборудование, которое нам нужно. Вообще нам очень нужно передвижной флюорограф и маммограф. То есть это позволило бы нам, во-первых, обследовать жителей всего района. В этом году в Ленской ЦРБ проведен большой объем ремонтных работ. За счет собственных средств был отремонтирован приемный покой. Теперь здесь появилось 2 входа. Один для посетителей, тут же расположен гардероб и место для передач. Второй для пациентов, поступающих на госпитализацию. Все стало совсем по-другому, начиная от входа и заканчивая всем, что есть. Где гардероб, там один вход. Отдельный вход мы называем центральный, где вот носилочных закатывают, завозят. И отдельный вход привозят на медосвидетельствование, алкотесты. То есть обычные пациенты и пациенты, которые поступают с полиции для медосвидетельствования, они не контактируют. После ремонта в приемном отделении появился отдельный кабинет для дежурного врача, также комната отдыха. Как бы у нас процедурка, кабинет для врача, чтобы у нас врач всегда рядом был. Кабинет просторный, все. Отдельно манипуляционная есть, которой ранее не было, все было в одном. Все предусмотрено, нам все нравится. Говорю, как было и как стало, это небо и земля. Буквально месяц назад окончен ремонт гинекологического отделения. Теперь здесь располагается административная галерея. Но это вообще для удобства всех сотрудников, для удобства пациентов, потому что, во-первых, вход получается с 2 сторон. Можно зайти как со стороны старой поликлиники, так и со стороны приемного покоя. Удобно, что теперь наши сотрудники зимой не будут ходить по улице с одной части больницы в другую, просто потому что раньше здесь располагалось отделение, по которому ходить было нельзя, и, соответственно, все ходили по улице. Продолжается ремонт в бывшем административном корпусе. После его завершения туда будет переведено отделение психонаркологии. Психонаркологическое отделение, инфекционное и противотуберкулезный диспансер у нас находится в аварийном здании. Пытаемся организовать так, чтобы наши пациенты, самые незащищенные, были все-таки в тепле, ближе к основным структурам. Здесь у нас лаборатория, здесь у нас все диагностические процедуры. Достаточно часто им бывает нужна в том числе и реанимационная помощь, анестезиологические пособия какие-то. Также был проведен ремонт в центральной стерилизационной, отремонтировано отопление в дескамере, стояночном гараже хозчасти и гараже скорой помощи. Заменена система отопления в инфекционном отделении. Помимо всего вышеперечисленного, главврач Светлана Куц рассказала, что закончен ремонт профилактория «Бриз» поселка Пеледуй, куда переехала поселковая больница. Проблемы, конечно, есть, и их достаточно много. Самое главное среди них – отсутствие людей и денег. Но если так посмотреть, то, наверное, всем всегда не хватает людей, друзей, еще кого-то и денег. Люди нам нужны, потому что нам нужны кадры. Причем мы готовы принимать же и только закончившие обучение, потому что я рассматриваю сейчас и программу по профессиональной подготовке, переподготовке. То есть нам нужно очень много специалистов, и мы планируем. В этом году мы проводили уже обучение докторов, у нас доктора выезжали не только онлайн-обучение дистанционное, но и обучение с выездом у нас было у докторов. И мы эту практику в любом случае продолжим, будем закладывать на это финансирование, потому что привлекать в районной больнице специалистов можно только одним. Во-первых, это должно быть именно профессиональное желание работать профессионально. И для того, чтобы профессионально работать, нужно, чтобы у докторов была возможность выезжать. На месте в Ленске уже на протяжении нескольких лет ведет обучение медицинский колледж. Здесь молодые люди могут получить профессию медицинской сестры или фельдшера. Выпускники нескольких лет уже успешно трудятся в медицинском учреждении, а фельдшера распределены по районным ФАПам. Ленская ЦРБ не стоит на месте. Появляются новые технологии в лечении, открываются новые направления работы. Так, с этого года в поликлинике работает колл-центр. Теперь записаться на прием к специалисту можно, набрав номер контакт-центра. Прийти к определенному времени, не стоять в очереди. Это новшество, по словам главного врача, облегчает работу специалистов. Благодаря колл-центру комфортнее стало и пациентам. Почему контакт-центр открыли, и он у нас работает? Очень многие жалуются, что не могут дозвониться. Они могут дозвониться, потому что там сама по себе программа настроена таким образом. То есть там, если вы хотите позвонить в Министерство здравоохранения, нажмите
кнопку 1. Если вы хотите позвонить в Ленскую ЦРБ, нажмите кнопку 2. У нас очень многие пациенты торопыги, они знают, что нужно нажать кнопку 2, поэтому они, еще не успев услышать, что говорит голосовое меню, сразу же нажимают кнопку 2. У них начинаются какие-то проходить непонятные там сообщения или звонки, или их куда-то иногда аппарат подключает, они не попадают к нашему оператору. А потом начинаются жалобы. Мы все это отслеживаем, потому что у нас же все телефоны, все фиксируется. Несмотря на многие трудности, Светлана Валерьевна ни разу не пожалела, что согласилась на должность главного врача. Ее профессия – это ее образ жизни, а жить по-другому она не умеет. Как в любой работе, есть хорошее, очень хорошее, есть немножко плохого, есть, конечно, усталость, есть домашние дела, есть общение с близкими, родными, которое часто прерывается то звонками, то необходимостью какой-то срочной работы, то еще что-то. Но в любом случае, как сказал мой муж, это, говорит, твое. Для руководителя учреждения понятие «нерабочее время» весьма условно. К нему обращаются и днем, и ночью, и в выходные. Ну, достаточно часто, конечно, такие ситуации бывают. В выходные, в праздничные дни, ночное время бывает, поэтому не предугадаешь. Ну, в основном всегда приходится быть на связи, конечно. Но они же, все эти случаи, они обычно резонансные, на слуху, там, в городе, в районе. Ну, вот ситуация, когда была с нападением медведей на людей, да, это не то, чтобы там вот мы только в этот раз так сделали, да, это просто как показатель того, что пока доктора, слава богу, там у нас 100% укомплектованность, слава богу, что там у нас был хирург. И пока доктора занимались пациентами там, мы здесь собрали машину, у нас реаниматолог поехал, он находился там, контролировал, пока была необходимость контролировать вот состояние пациентов. Слава богу, все обошлось благополучно, они присылали потом голосовые сообщения, благодарили. А у нас была ситуация, когда женщина вступила в роды, и мы собирали здесь бригаду, то есть у нас вот приехавший не так давно к нам доктор, врач-неонатолог, реаниматолог, опять же врач, заведующий родильным домом и врач-реаниматолог. Бригада прям собралась и поехали туда, потому что транспортировать пациентку уже было нельзя, нужно было уже рожать. И вот они приехали, и буквально вот приехали, и вот так вот руки подставили и родили, да. Светлана Валерьевна сейчас главный врач, но она еще и педиатр, квалифицированный специалист УЗИ и остеопат. Когда она несколько лет практиковала в частной клинике, на прием к ней выстраивались огромные очереди. Пациенты ждали месяцами своей записи, просто потому, что свободного времени у медика не было. Сегодня на частную практику у главного врача времени нет. Но она признается, что очень скучает по любимому делу. Честно, хочется, конечно, очень хочется, но я сама с собой договорилась. Ну, потому что нельзя же все время бежать в двух направлениях, как-то это где-то что-нибудь порвется, да, поэтому я сама с собой договорилась, что вот сейчас у меня вот эта часть моей деятельности. Мне это так же интересно, как остеопатия, так же, как педиатрия, так же, как ультразвуковое исследование, но я, может быть, сама себя уговариваю, вот я сейчас наведу порядок, да, вот я сейчас это делаю, я сейчас вот справлюсь, а потом точно пойду, потому что я же тоже скучаю, мне тоже нужно живое общение, и работа с телом это очень интересно, и как механизм познания самого себя, потому что это совершенно отдельная философия. Это практика, это клиника, это очень интересно. Семья – главный стимул. Несмотря на постоянную занятость героини нашего репортажа, в семье на этот счет полное понимание. Именно мама берет на себя основную заботу о детях, потому что когда они были маленькие, она мне все время помогала. Когда я уезжала учиться, она мне помогала. Она занималась, да, то есть вот помогала растить, воспитывать, безусловно, моя мама. Супруг, он работает в Транснефти, и его работа связана, она не вахтами, она командировками. У него 220 командировочных дней в году, и он практически 3 недели в месяц находится в командировке. То есть приезжает, уезжает, но это в основном всегда вот такая вот работа. Ну и плюс у него тоже хватает бумаг, хватает ответственности, ну и как работает Транснефть, те, кто хоть раз сталкивался, они знают. То есть загруженность там тоже достаточно серьезная. Поэтому, безусловно, если бы, допустим, не мама, да, многие, наверное, наши вещи были бы не реализованы совершенно.
У Светланы Валерьевны 2 дочки, старшая 18 лет. Она учится в городе Иркутск на аниматора. Младшая пока ходит в школу. С супругом героини нашего репортажа вместе уже 27 лет. У них большой дом и дружная семья. За годы, прожитые совместно, у них появилось много общих интересов. У нас схожие увлечения, мы определенными направлениями в культуре, в философии интересуемся, в литературе. Правда, в литературе больше такое разное, но основное направление литература, а то, что там внутри, мы всегда все обсуждаем. То есть нам интересно, не так часто у нас получается побыть вместе, поэтому такие моменты, они очень дорогие. И, конечно, учитывая то, что есть дом, есть дети, есть увлечения, есть какие-то занятия, у нас очень часто ситуация так, что особо поругаться некогда, поэтому мы только очень быстро-быстро покричали, эмоции выплеснули, и дальше чем-то продолжаем заниматься, потому что долго ругаться, обижаться точно не получится, времени на это просто нет. Когда все-таки получается высвободить время, ходят на рыбалку и путешествуют на автомобиле. В этом году получилось посетить Красноярск и Байкал. Вот буквально сегодня утром муж мне показал, какой совершенно изумительный автодом делает теперь российский автопром. Поэтому то есть какие-то планы строим. Плюс у нас лодка есть, мы очень любим сплавы, мы ходили на сплав по Нюе. У меня есть мечта, я хочу попробовать все-таки на байдарке. На остальное времени, наверное, нет. Может быть, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь. Мы так иногда уже рассуждаем, что вот на пенсии мы будем делать вот это и вот это. Потом мы так думаем, что, наверное, и на пенсии у нас с этим не так все будет хорошо, потому что мы что-нибудь найдем еще более интересное. У меня замечательная семья. Это моя гордость и мой стимул добиваться новых целей, подчеркнула главный врач. Впереди много планов и идей. А с такой весомой поддержкой главному врачу ничего не страшно.